Наш вебинар проводится Центром этнокультурного образования, как вы уже поняли, и социальных инициатив «Арте» в рамках проекта «Навигатор школьных проектов и программы проектного наставничества в ВИМЕ», которое было поддержано грантом Росмолодежи. Итак, тема у нас звучит следующим образом. Формируем школьное сообщество для реализации проектных инициатив. Вообще, очень такое на самом деле, можно сказать, и старое, и новое, да, современное понятие, как школьное сообщество. Я бы хотела узнать от вас, что в вашем понимании вообще такое школьное сообщество. Включайте микрофоны, можете писать в чат. Что, по вашему мнению, такое школьное сообщество? Вера, пожалуйста, мне. Кылычко, да, мне вообще? Ойдоле активно гес. Кылычко. Только нокин малкино угвера Марсу сыче школьное сообщество. Нам все-таки кылыме поте. Хотя бы гоштеле чате, чтобы он медаджо. Что в вашем понимании такое школьное сообщество? Дальше умбрдже пока удверале. Что такое школьное сообщество? Самое основное понятие нашей, так скажем, лекции, не лекции. Ишьёс активно гес. Понятно. Ладно, манычком скажлань. Мало не перелистывает только Наталья Ольга Юрьевна. Это кису зависает. Зависает? О, еще раз каре. Угу. Стрелка. Кучком. Велищам кучком. Новая демонстрация суккары. Мало свой под кейсом. Все нормально. Что такое школьное сообщество? Нам, наверное, что Алиса Четуш модные понятия школа, центр социума шуса. Фаламонень Марсу социум, так ведь? Марсу социум. Социум с группа лиц, не знаю, группа предприятий, возможно, кудис котырте школа есть. И вот как раз-таки кто и что. Туш тростунный вопрос, лос как раз-таки Юан Йос, кто и что. Во-первых, если мы говорим про центр социума, это современная команда. А в современную команду кто входит у нас? Мы нам вот на самом деле в презентации с Юан Йосен, и он малпашковал, что ты мы нам что-то дыкчеки, но валыктон Йос, митиледен вирашком все-таки. Хотя бы чаты, кто-то гожьяныки, если, или отвечать. Вообще тоже лама, конечно, что для микрофона стыка сылемын. И милям вирашкем будут леден. Современная команда. Давайте уже тогда, раз не задерживаемся, кем я смею советь. Современная команда обязательно. Это директор школы, и директор это должен быть лидер как раз-таки. План развития школы, педагоги, школьники и управляющий совет. Партнерство социума. Как раз-таки кто сюда входит в партнерство с социумом. Вот как раз-таки кто и что, да? Директор, план развития, педагоги, школьники сами, управляющий совет. Управляющий совет может по-разному, конечно, называться в вашей школе. Партнерство с социумом. Кто и что, опять же. Это, конечно же, местные жители, власти и бизнес,
сообщество выпускников. Про выпускников мы тоже не забываем, что это важный ресурс вообще для школы, и сообщество, конечно же, родителей. И, конечно же, школа как центр социума не может существовать без такого понятия, как финансирование. Финансирование откуда мы можем брать, кроме, так скажем, пресловутых, не знаю, партнеров, да, мы обычно говорим, что финансирование, если это значит партнерство какое-то. Есть такое понятие, как фандрайзинг, опять же, благотворительный фонд или эндаумент, и платные образовательные услуги, которые организовывает школа. Это тоже входит в это понятие. Дальше. Цели школы и цели сообщества. Какие должны быть цели школы и цели сообщества? Что вообще определяет миссию школьного сообщества? Вот 3 варианта ответов, из которых вам нужно выбрать один вариант ответа. Вот что определяет, по вашему мнению, миссию школьного сообщества? Участники сообщества совместно или просто директор школы или министр образования определяет миссию школьного сообщества? Ну, наверное, это вариант ответа А. Так ведь участники сообщества совместно. Никакой министр образования не будет знать, что в вашей школе, так скажем, нужно, что в вашей школе ценно, какие у вас традиции, какие у вас вообще праздники происходят. Директор школы тоже не может единолично определять миссию школьного сообщества. Это, конечно же, участники сообщества, о которых мы ранее говорили. И при этом обязательно миссию школьного сообщества нужно определять совместно. Очень важная роль вообще цели, когда мы говорим о школьных сообществах. Важно научить находить цели. Мы должны понимать, чтобы повлиять на ситуацию, опять же, важно объединить людей вокруг одной цели, так ведь и вообще одной целью нужно объединять людей. И цель школы должна быть сильной, чтобы поменять цели других людей и объединить их. Для людей всегда ценно то, и всегда будет ценно то, во что они вкладываются. Цели важны для плана действий, во-первых, да. Люди вкладываются, во-первых, ради понятных каких-то результатов. То есть мы должны определять, какие у нас будут результаты, так ведь? И действия должны работать на реализацию, конечно же, целей, а не просто какие-то условные действия у нас должны быть, да, у нас определенные, чтобы нашу цель, как сказать, достичь нашу цель. И дальше, и нужно такое, наверное, очень красивое понятие, да, какое-то такое поэтичное. Конечная цель для всех, конечно, это счастье. То есть что-то, допустим, сделав, все получат от этого удовольствие, все свои потребности, так скажем, реализуют. Сделав что-нибудь в школе, например, да, проект какой-нибудь, мы от этого получаем пользу, а значит и счастье. Вот это нужно, наверное, у себя всегда держать в голове, что конечная цель не научить или еще что-нибудь. Цель – это счастье. А счастье у нас есть, когда есть смысл. Вот. Такие интересные предложения. Как вы думаете, какой вопрос позволяет совершать правильные действия? 4 варианта, опять же, ответов. 4 вопроса. Кто, зачем, почему и сколько. Здесь вопрос, который полезный и нужный, это, конечно же, зачем? Зачем мы все это делаем? Да? Сообщество, тоже, опять же, вопрос. Сообщество создается вокруг смыслов и ценностей или объединяет вокруг целей всех? Тут уже вот как раз-таки 2 правильных варианта ответа, да, то есть сообщество создается вокруг
ценностей и смыслов каких-то, которые вы определяете, и объединяется сообщество это вокруг одной цели какой-нибудь. Значит, смысл позволяет сообществу жить дольше, да, если есть какой-то смысл, значит и сообщество будет жить. Смысл важно сформулировать конкретно, четко и ясно. Опять же, ценности делают жизнь нашу счастливей. Трудности позволяют определить свои ценности, и последствия пережитых трудностей формируют наше «я». Это вот что-то из философии, но опять же это очень близко к проектированию. Ценность – это то, ради чего что-то отдали. Это и время, и деньги, возможно, так ведь и силы. Всегда проект – это вот вокруг этих понятий. Ценности как основа сообщества. То есть основой сообщества являются ценности. Это тоже нужно знать и понимать. И у каждой школы, хоть деревенская, хоть сельская, хоть городская, тут тоже множество у нас школ, да, у каждой школы свои ценности. Понятное дело, например, школа гуманитарная и школа, допустим, какая-нибудь военно-патриотическая. Понятное дело, что там разные ценности, а значит и проекты будут направлены на эти ценности, да, ведь и сообщество будет на них работать. Дальше. С чего начинать вообще создание сообщества? Вот вы, например, хотите что-то изменить в школе, но вы понимаете, что вам нужно создать команду, сообщество. И как вообще привлекать всех вот тех перечисленных людей, групп людей, да, вокруг этой идеи. Сейчас. Итак, каким образом? Сейчас, извините. Значит, нужно, во-первых, первый шаг – найти одну посильную задачу. Сразу не нужно браться за какой-нибудь огромный проект, так ведь можно с малого начинать. Определить смысл этой задачи, для чего, что изменит этот проект. Третий пункт – это, значит, обсудить с окружающими и послушать их обязательно. И четвертый пункт – сделать первое действие вместе. Это обязательно. Приведу пример нашей гимназии, наверное, гимназии Кузибая-Герда. Мы решили, что мы хотим изменить пространство школы. Коридоры, зоны рекреации, например, сделать. И что мы проделали? Конечно, мы сначала изучили, откуда мы можем взять партнеров, например, так, ведь кого мы вообще можем использовать в нашем проекте, у кого просить помощи. В первую очередь, это, конечно же, такое золотое правило уже для нашей гимназии, это родители, выпускники, школьники, гимназисты и педагоги, а также партнеры сторонние. У нас прошла, во-первых, для того, чтобы вообще что-то изменить, да, нужно научиться и правильно это делать. У нас прошла, например, дизайн-сессия. До этого сделано было следующее. Мы поговорили с архитекторами, кто нам может помочь прочитать эти лекции. Так ведь мы для каждой из групп, например, группы родителей, группы учеников, группы педагогов провели дизайн-сессии, так называемые, где им рассказали вообще об основных тенденциях изменения, например, школьного пространства, узнали их вообще потребности, как они видят школу, то есть сразу три взгляда: педагоги, родители и ученики, да. И четвертая группа у нас была, она называлась не сторонние наблюдатели, а забыла слово, те люди, которые, так скажем,
интересуются гимназией, то есть им не безразлична судьба гимназии. Как раз туда вошли партнеры, туда вошли выпускники, журналисты, например, удмуртского СМИ, да, которым всегда интересно, что происходит в гимназии, и они тоже участвовали в этой 4-й группе. И мы получили 4 взгляда на то, как вообще должна гимназия выглядеть, чего не хватает в гимназии, и это на самом деле очень интересная практика. Далее уже, ну, понятное дело, это по разным, на разные недели все это было определено, график был, план был. И на следующем занятии уже провели, так скажем, работу архитекторы, дизайнеры. К нам пришли выпускники монтажного техникума, последние курсы, и они работали тоже с учениками, уже наоборот, неправильно говорю, они работали на основе как раз-таки вот этих видений и рисовали, то есть они целый день были у нас в гимназии, ходили по гимназии и рисовали, делали наброски. А потом уже произошла такая, так скажем, презентация. И вот сейчас у нас задача как раз-таки все вот эти реализованные дизайн-проекты, нарисованные вот все эти проекты реализовать. Вот таким образом у нас работало сообщество. Мы сейчас ищем пути, откуда мы можем найти новых партнеров, финансирование откуда находить, и самое главное, как это начать вообще реализовывать, делать, с помощью кого.